Петров и Анастасия Чернобровина. Встречаем утро уже пятницы, 23 января. И сегодня в пятницу, в ближайшие полчаса, узнаем, не напрасно ли россияне скрываются от иностранных долгов у себя на родине. Спросим, а что приготовила нам погода в ближайшие выходные, и посмотрим, насколько кучеряво живут кудрявые поросята. Но вначале об устрицах свежих и вкусных, которые появятся в российских ресторанах и на прилавках магазинов. Уже в этом году в Крыму откроется сразу несколько устричных ферм. Вложиться в этот выгодный бизнес хотят инвесторы из Москвы и Екатеринбурга. Но пока что на полуострове всего одна ферма по выращиванию устрицы мидии, и ее владелец признается, последние полгода телефон его буквально разрывается. Звонят рестораторы со всей России, умоляют о поставках. Но устрицы мидии на всех не хватает. С открытием новых ферм эта проблема все-таки должна решиться. Вот интересно, что до революции 1917 года в Крыму выращивалось 12 миллионов устриц в год. Их поставляли не только к императорскому столу, но и в лучшие рестораны Европы и ценили выше средиземноморских. Потому что соленость Черного моря ниже, чем что придает устрицам особый пикантный вкус и аромат. И выращивать их в Крыму можно круглый год благодаря мягкому климату. Вот если бы по всей России был такой же мягкий климат, как в Крыму. Кстати, сколько сейчас там градусов? Это мечта, конечно. Я думаю, что Елена Волосюк, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС, никогда нам не даст такой прогноз погоды, по крайней мере, в 21 веке. Леночка, здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Ну, может, и не надо. Утро. Контраст – это же стиль нашей И жизни. мечтать не вредно, собственно говоря. Нет, ну, контраст, это действительно стиль, а особенно те контрасты, которые сейчас наблюдаются на юге нашей страны. Впрочем, это не единственный регион, но тем не менее, возвращаясь к крымскому вопросу, то в Крыму по-весеннему тепло, и Крым, и Краснодарский край оказались во власти средиземноморского воздуха, и там температуры в дневные часы повышаются до плюс 15 градусов. Но это не наша история, не московская Устрицы явно. должны быть рады. Но сейчас я вам все расскажу подробно. Это ладно. А Коми, а Эмикон? В погоде Европейской России вновь грядут перемены. Дело в том, что уже сейчас к западным границам нашей страны вышел атмосферный фронт. И по нашему прогнозу, с учетом данных Росгидромета, в субботу и воскресенье он удержит под своим контролем погоду северо-западных областей страны. Здесь будет идти снег, морозы ослабеют до -2, -7 градусов. В центральном округе сегодня еще небольшой снег пройдет лишь местами. В субботу повсеместно усилится снег, мокрый снег, и потеплеет, замечу, до 0 -5 градусов. Но в воскресенье, когда антициклон начнет восстанавливать свои позиции, снегопада станет существенно меньше, но температура станет снижаться, и в дневные часы уже будет не выше -3, -8 градусов. Самые большие контрасты температуры сохранятся в южном регионе нашей страны. Здесь, в Волгоградской области, благодаря антициклону, малооблачно, ночные морозы -25-27 градусов. Днем будет воздух прогреваться лишь до -7, -12. В Ростовской области усилится ветер, около нулевые температуры, осадки смешанной фазы. В Крыму и на Кубани местами небольшие дожди. Здесь по-весеннему тепло +9, -14. Поволжье будет находиться под влиянием морозного и малооблачного антициклона. В ночные часы 25-30. Днем воздух будет прогреваться лишь до -13-18 градусов. В холоде пока остается и Уральский регион, но уже завтра на западные склоны гор приблизятся снеговые облака атмосферного фронта, и к воскресенью здесь уже потеплеет до -10, -15 градусов. А вот на восточных склонах Урала еще пока удержится сухая и морозная погода. В дневные часы не выше -13, -18. Морозы, которые уже охватили Урал, распространяются дальше на восток, и они принесут существенное понижение температуры на юг Сибири. Уже сегодня в Омске -27, а к воскресенью температуры 26-28 градусов доберутся и до Енисея. Юг Дальнего Востока тоже будет находиться во власти антициклона, но более теплого. На берегах Амура в дневные часы -13-18, а на юге Приморья при малооблачной погоде в дневные часы воздух будет прогреваться до -1, -6 градусов. Леночка, спасибо большое. Но надолго морозы задержатся в Красноярске, в Новосибирске. Все-таки для них это будет собственно, очень они туда еще только идут, поэтому я думаю, что большую часть недели они там удержатся. Более того, как бы не получилось так, что эти морозы, ну или отчасти эти морозы не начало бы опять выносить к нам. То есть, возможно, восточный перенос даже? Если у нас установится опять восточный, юго-восточный перенос, то тогда уже на усиление морозов можно рассчитывать. Давайте я тогда вашей фразой скажу: поживем, увидим. Да. Спасибо большое. О погоде на выходные мы говорили с ведущим
заведующей специалистом Центра погоды ФОБОС Еленой Волосюк. Спасибо, хорошего дня. Спасибо большое и отдохнуть вам, конечно же.